Я рванул тяжелую, обитую дерматином дверь на себя, перехватывая запястье человека, который пытался бесшумно скользнуть в темноту, и с силой впечатал его в холодную, исписанную маркерами стену подъезда. Тусклый свет, единственный уцелевший на этаже лампочки, мигнув, выхватил из полумрака дорогие кожаные перчатки, испуганный взгляд и до боли знакомую линию скул, которая мгновенно отбросила меня в далекое прошлое. Мое сердце пропустило глухой, болезненный удар, а дыхание перехватило не от физического усилия, а от внезапного, парализующего осознания того, что передо мной стоит не вор, не закладчик и не сумасшедший, а человек, которого я знал всю свою жизнь. Но чтобы вы поняли, почему в тот сырой мартовский вечер я, 58-летний старик с одышкой и артритом, стоял в темном углу первого этажа, сжимая в кармане газовый баллончик, нам придется отмотать время назад. Меня зовут Виктор Петрович Корнеев. Для соседей я просто Петрович, для начальства «Эй, ты на проходной», а для самого себя — человек, который где-то свернул не туда. Мне 58 лет, хотя в зеркале на меня смотрит изможденное лицо глубокого старика. Глубокие борозды морщин у рта, седая щетина, которую лень сбривать чаще раза в неделю, и глаза цвета выцветшей осенней листвы, тусклые и уставшие. Я работаю ночным сторожем на складах бытовой химии в промзоне нашего города. Работа не пыльная. Сиди себе в будке, смотри в черно-белый монитор, разгадывай кроссворды да пей крепкий чай из термогоса, от которого потом на зубах остается темный налет. График «сутки через трое» позволял мне выживать, но не жить. Моя жизнь давно превратилась в бесконечный день сурка, размеренный ритм которого нарушали только скачки давления да редкие звонки сына. Я живу в панельной пятиэтажке на окраине города, в районе, который риэлторы деликатно называют «спальным», а местные просто ямой. Моя двухкомнатная квартира на 3-м этаже — это музей моей прошлой, более счастливой жизни. Здесь, среди ковров на стенах и чешской стенки, купленной по огромному блату в 89-м году, все напоминает о жене. Маша ушла 5 лет назад. Онкология сгорела ее за полгода, оставив меня один на один с тишиной, скрипящим паркетом и пенсией, которой едва хватало на оплату коммунальных услуг. Именно безденежье — это липкое, унизительное чувство, когда ты пересчитываешь мелочь в ладони перед кассой пятерочки, пытаясь понять, хватит ли тебе на пакет молока и батон, стало моим постоянным спутником. Я не жаловался. Я человек старой закалки, привык терпеть. Мы поколение, чья молодость пришлась на застой, а зрелость на лихие 90-е, научились сжимать зубы так крепко, что эмаль крошится. Но 10 лет назад в моей жизни появилась тайна. Тайна, которая пахла дорогой бумагой и типографской краской. Это началось в ноябре, ровно 10 лет назад. Я хорошо помню тот день. На улице стояла промозглая слякоть, серое небо давило на плечи, а ветер швырял в лицо мокрый снег. Я возвращался со смены, мечтая только о том, чтобы снять промокшие ботинки и лечь под одеяло. Войдя в подъезд, я привычно полез в почтовый ящик за квитанциями. Железная дверца ящика под номером 34 была погнута, следы чьей-то пьяной удали, и открывалась с противным скрежетом. Я нащупал внутри привычную кипу рекламных листовок, предлагающих быстрые деньги и установку окон, и уже собирался выкинуть этот мусор в картонную коробку у батареи, как вдруг пальцы наткнулись на что-то плотное. Это был конверт. Обычный белый почтовый конверт, без марок, без штемпелей и обратного адреса. На нем не было написано даже моего имени. Просто чистая белая бумага. Я поднялся к себе, не разуваясь, прошел на кухню и включил свет. Руки почему-то дрожали. Может, от холода,
а может, от странного предчувствия. Я надорвал край конверта. Внутри лежала купюра. Одна единственная купюра в 5000 рублей. Я вытряхнул конверт, заглянул внутрь, словно ожидая увидеть там записку, объяснение, хоть что-то. Но там было пусто. Я сел на табуретку, вертя в руках красно-рыжую бумажку. 5000. Для кого-то один поход в ресторан. Для меня тогда половина зарплаты сторожа. Первая мысль была ошибка. Кто-то перепутал ящик. В нашем подъезде 20 квартир. Может, это предназначалось соседу сверху, алкашу Вадьке, которому дружки вернули долг. Или интеллигентной Анне Сергеевне с первого этажа. Я даже вышел на лестничную площадку, держа купюру в руке, готовый отдать ее законному владельцу. Но в подъезде было тихо, только где-то на 5-м этаже выла собака. Я вернулся в квартиру и положил деньги на стол. Они лежали там 3 дня. Я не тратил их, боясь, что сейчас раздастся звонок в дверь, и кто-то потребует вернуть чужое. Я представлял себе самые нелепые сценарии. Что это проверка на честность, что это бандитские деньги, что меня сейчас обвинят в краже. Но никто не пришел. А через неделю у меня сломался холодильник. Старый дребезжащий свияга, который служил нам верой и правдой 30 лет, просто замолчал и потек. Мастер заломил за ремонт 4000. У меня до зарплаты оставалось 200 рублей и банка гречки. Я смотрел на лужу воды на линолеуме, потом на купюру, лежащую на серванте под хрустальной вазочкой. И я сдался. Я взял эти деньги. Спасибо, Господи. Или кто-то там есть. Прошептал я тогда, отдавая деньги мастеру. Мне было стыдно, словно я украл. Но холодильник снова заработал, и этот тихий гул мотора успокоил мою совесть. Я думал, это разовый случай, чудо, которое не повторяется. Но ровно через месяц, 15 декабря, история повторилась. Снова ящик. Снова белый конверт без надписей. Снова 5000 рублей. Тогда я впервые испугался по-настоящему. Это не ошибка. Ошибиться можно 1 раз. 2 раза — это уже система. Кто-то знал, где я живу. Кто-то знал, что у меня есть доступ к ящику. Кто-то целенаправленно клал деньги именно мне. Я начал следить. Я стал выходить к ящику в разное время, прислушиваться к шагам на лестнице. Я спрашивал у соседки, вездесущей Валентины Ильиничны, не видела ли она кого постороннего. «Да ходят тут всякие, Петрович», — махала она рукой, поправляя выбившийся из-под платка седой локон. «То агитаторы, то эти, которые счетчики проверяют. Разве всех упомнишь? А что, случилось чего?» Я молчал. Я не мог рассказать ей. Сказать: «Валя, мне кто-то платит ни за что». Она бы решила, что я выжил из ума или связался с криминалом. Шли месяцы, годы. 5000 превратились в 7, потом с учетом инфляции в 10. Конверт появлялся в ящике с пугающей пунктуальностью между 10 и 15 числом каждого месяца. Эти деньги стали моим вторым теневым бюджетом. Я перестал бояться их тратить. Я привык к ним, как больной привыкает к обезболивающему. На эти деньги я купил зимние сапоги внуку Ваньке, когда сын Пашка позвонил и сказал, что мальчишке не в чем ходить в садик. На эти деньги я чинил зубы. На эти деньги я покупал дорогие лекарства, когда сердце начало давать сбои, и врач прописал мне препараты, названия которых я даже выговорить не мог, не то что оплатить с пенсии. Но вместе с благодарностью во мне росло и другое чувство. Чувство глубокой, разъедающей неполноценности. Я чувствовал себя содержанкой, поберушкой. Кем я был? Взрослым мужиком, который не может обеспечить себя сам и живет за счет подачек невидимки? Каждый раз, доставая конверт, я испытывал сложную гамму чувств. Облегчение, слава богу, будет на что жить, и жгучий стыд. Я прятал конверт во внутренний карман куртки, озираясь по сторонам,
словно совершал преступление. Кто он? Благотворитель? Сумасшедший миллионер? Или кто-то из прошлого, кто пытается замолить грехи? Я перебирал в памяти всех. Может, это кто-то из бывших коллег по заводу, который поднялся в бизнесе? Нет, бред. Мы не были настолько близки. Может, это какая-то государственная программа помощи, о которой я не знаю? Тоже чушь. Наше государство скорее отнимет последнее, чем даст конверт без справки и печати. Оставался только один вариант, который я гнал от себя все эти годы. Вариант, который заставлял меня сжимать кулаки до белых костяшек. Мишка. Михаил. Мой младший брат. Мы не разговаривали 15 лет. С того самого дня, как схоронили мать. 15 лет тишины, обиды и глухой стены между нами. Мишка. Удачливый, хваткий, наглый Мишка. В 90-е он, в отличие от меня, не растерялся. Пока я честно стоял у станка, ожидая зарплату, которую задерживали по полгода, он крутился. Возил шмотки из Турции, гонял машины, открывал ларьки. Я презирал его тогда. Называл спекулянтом. А он смеялся мне в лицо. «Витька, ты лопух. Жизнь меняется, а ты все ждешь, когда тебе партия спасибо скажет». Но окончательный разрыв случился не из-за идеологии, а из-за квартирного вопроса. Проклятого квартирного вопроса, который испортил, как писал классик, не только москвичей, но и нас, простых провинциалов. Родительская трешка в центре и дача. По совести, по справедливости, как я считал, мы должны были поделить все поровну, или даже с учетом того, что я ухаживал за лежачей матерью последние 3 года, пока Мишка строил свою империю. Большая часть должна была отойти мне. Но Мишка все обставил по-своему, хитро, юридически грамотно, подсунув матери какие-то бумаги, когда она уже плохо соображала от уколов морфина. Он забрал все. Выплатил мне какую-то смешную компенсацию, которой хватило только на первый взнос за мою нынешнюю двушку на окраине, и сказал: «Не обижайся, брат. Бизнес есть бизнес. Мне активы нужны, а тебе и этого хватит. Ты же скромный». «Будь ты проклят», — сказал я ему тогда на поминках. «Нет у меня больше брата». И я вычеркнул его из жизни. Запретил сыну общаться с дядей. Не брал трубку. Не интересовался его жизнью. Я знал только по слухам, что он разбогател еще больше, что у него сеть строительных магазинов, джип размером с танк и дом за городом. И вот теперь, спустя годы, эта мысль точила меня как червь. А что, если это он? Что, если эти конверты — его способ кинуть мне кость со своего барского стола? Подачка бедному родственнику, чтобы совесть не мучила. От этой мысли меня бросало в жар. Если это он, я швырну ему эти деньги в лицо. Я верну все до копейки. Я гордый. Я Корнеев. Я не возьму у предателя ни гроша. Но проходил месяц, приходил срок платить за квартиру. В аптеке заканчивался валидол, и я снова шел к ящику. Гордость гордостью, а кушать хочется. Это двуличие убивало меня изнутри. Прошло 10 лет. 120 месяцев. 120 белых конвертов. В этот вторник, 10 марта, я не выдержал. Чаша терпения переполнилась. Накануне мне позвонил сын Пашка. Голос у него был убитый. «Бать, тут такое дело», — начал он, и я сразу понял. Опять деньги. Ваня в школу собирать на следующий год, на подготовительные надо. И ипотеку подняли, ставка плавающая, будь она неладна. Ты не мог бы, занять немного? Я отдам, честное слово, как только премию получу. Я слышал в его голосе тоже унижение, которое испытывал сам. Он просил у отца сторожа. До чего мы докатились. «Я посмотрю, Паш», — сухо ответил я.
Зайди на неделе». Я положил трубку и посмотрел на календарь. 10 число. Завтра, послезавтра должен быть конверт. И тогда я решил: хватит. Хватит быть слепым котенком. Хватит принимать подачки от невидимки. Я должен знать, кому я обязан. Я должен посмотреть ему в глаза. Я позвонил начальнику смены и соврал, что заболел. Сказал, что температура под 40, что не встану. Он поворчал, но замену нашел. Вечером я начал готовиться к своей спецоперации. Я оделся потеплее, шерстяные носки, свитер, старая, но теплая куртка-аляска, взял с собой термос с кофе, чтобы не уснуть. В карман сунул газовый баллончик, на всякий случай, мало ли кто там ходит. Наш подъезд устроен так, что под лестницей на первом этаже есть ниша, где уборщица хранит ведра и швабры. Там темно, пахнет пылью и кошачьей мочой, но оттуда отлично просматривается входная дверь и почтовые ящики. Я занял позицию в 7 вечера, когда стемнело. Первые 2 часа тянулись мучительно долго. Мимо проходили соседи. Тетя Валя прошаркала с мусорным ведром, что-то бормоча себе под нос. Молодая пара с 5-го этажа пробежала, смеясь и целуясь на ходу. Вадька-алкаш прополз, держась за стенку, и дыша перегаром так, что даже в моем укрытии стало нечем дышать. Никто меня не заметил. Я сидел на перевернутом ведре, чувствуя, как холод от бетонного пола пробирается сквозь подошвы ботинок. Ноги затекли, спина ныла. К полуночи подъезд затих. Лампочка над входом то и дело моргала, грозя перегореть окончательно. Тишина стала густой, ватной. Слышно было только, как капает вода где-то в подвале. Да шумит лифт. Я начал клевать носом. Кофе уже не помогал. «Дурак старый», — думаю я про себя. «Кого ты тут ловишь, фантомаса? Иди домой, ляг в кровать». Было уже почти 2 часа ночи, когда я услышал звук. Скрипнула входная дверь. Но не так, как обычно, с грохотом и ударом доводчика. Нет, кто-то открыл ее очень осторожно, придерживая рукой, чтобы не шуметь. Я напрягся, сом как рукой сняло. Вжался в стену, стараясь не дышать. В подъезд вошла фигура. Мужчина. Высокий, в хорошем пальто, в кепке, надвинутой на глаза. Он не был похож на местного. Наши так не одеваются и уж точно так не двигаются. Уверенно, но осторожно. Он подошел к почтовым ящикам. Я видел только его спину. Он достал что-то из кармана. Белый прямоугольник. Мое сердце колотилось где-то в горле. Это он. Он на секунду замешкался, отыскивая взглядом 34-й ящик. Его рука с конвертом потянулась к прорези. И в этот момент я вышел из тени. «Стой!» Мой голос прозвучал хрипло и страшно в пустом подъезде. Мужчина вздрогнул, резко обернулся, выронив конверт. Он попытался рвануть к двери, но я, забыв про артрит и возраст, прыгнул вперед. Адреналин ударил в голову. Я схватил его за рукав, дернул на себя. Он поскользнулся на мокром кафеле, и мы оба едва не упали. «Кто ты такой?» — заорал я, прижимая его к стене. «Зачем ты это делаешь?» Он поднял голову. Кепка съехала на бок, и я увидел его лицо. Время остановилось. Звуки исчезли. Осталось только это лицо. Постаревшее, с мешками под глазами, с новой сеткой морщин, которых я не помню. Но эти глаза, эти серые, с хитринкой глаза, которые смотрели на меня с детских фотографий. Передо мной стоял мой брат Михаил. Человек, которого я считал своим врагом номер 1. Человек, который украл у меня наследство. Человек, который, как оказалось, 10 лет кормил меня тайком. Моя рука, сжимавшая воротник его пальто, разжалась сама собой. «Миша», — выдохнул я, и в этом слове было больше вопроса, чем утверждения. Он поправил воротник, тяжело дыша. Его взгляд бегал.
Он выглядел как нашкодивший школьник, которого застукали с сигаретой, а не как успешный бизнесмен. «Здравствуй, Витя», — тихо сказал он. Его голос тоже изменился. Стал глуше, надтреснутым. Ну вот, попался. Конверт лежал на грязном полу между нами. Белое пятно на сером бетоне. 5000 рублей. Или сколько там сейчас? 10, 15. Я смотрел на него и не знал, что делать. Ударить, обнять, заплакать. Внутри меня рушилась плотина, которую я строил 1,5 десятилетия. Гнев смешивался с обидой, благодарность со стыдом. «Ты...» — начал я и замолчал. Слова застряли в горле. Михаил криво усмехнулся, глядя мне прямо в глаза. «Ты постарел, брат». «А ты нет», — огрызнулся я по привычке, и этот простой обмен колкостями вдруг сделал ситуацию реальной. Это не сон. Это Мишка. Мой брат Мишка стоит в моем вонючем подъезде в 2 часа ночи с деньгами для меня. «Подними», — кивнул он на конверт. «Там 20 000. Пашке, наверное, сейчас нужно». Я слышал, у него с ипотекой туго. Меня словно током ударило. «Ты и про Пашку знаешь? Ты что, следишь за нами?» «Я знаю все, Витя. Я же семья». Он произнес это слово «семья» с какой-то горькой, незнакомой мне интонацией. Я стоял, опираясь спиной о холодную стену, и чувствовал, как по щеке катится слеза. Горячая, злая, старческая слеза. «Зачем?» — спросил я шепотом. «Зачем так? Почему не пришел? Почему не позвонил? Зачем эти игры в шпионов? 10 лет, Миша. 10 лет я гадал, кто меня содержит». Он вздохнул, полез в карман, достал серебряный портсигар. Руки у него тоже дрожали. «А ты бы открыл мне дверь, если бы я позвонил?» — спросил он щелкнув зажигалкой. «Скажи честно, Витя, если бы я пришел 10 лет назад, весь такой нарядный, на «Мерседесе», и предложил тебе денег, ты бы взял? Или спустил бы меня с лестницы?» Я молчал. Я знал ответ. Мы оба знали ответ. «Вот именно», — кивнул он, выпуская струйку дыма в потолок. «Твоя гордость, Витя, она же крепче бетона. Ты бы с голоду сдох, но у предателя не взял бы ни копейки. А так, анонимно, вроде как от судьбы подарок». Он был прав, чертовски прав. И от этого мне стало еще больнее. «Пойдем», — сказал я внезапно для самого себя. Михаил удивленно посмотрел на меня. «Куда?» «Ко мне чай пить. Или у тебя водка есть, потому что чаем тут не обойдешься». Он улыбнулся. Впервые за этот вечер той самой мальчишеской улыбкой, которую я помнил. «Водки нет, но есть коньяк в машине хороший. Тащи», — скомандовал я, и, нагнувшись, поднял с пола белый конверт. Он был тяжелым, тяжелее, чем обычно. Мы поднимались по лестнице на 3-й этаж, и каждый шаг отдавался гулким эхом в тишине спящего дома. Я шел впереди, слушая дыхание брата за спиной. Мне казалось, что я поднимаюсь не просто на свой этаж, а на какую-то новую вершину, с которой откроется вид на всю мою прошлую и будущую жизнь. Дверь моей квартиры была не заперта. Я же выходил на минутку. Я толкнул ее, пропуская брата вперед. «Проходи», — буркнул я. «Не разувайся. Там ковер старый, не жалко». Михаил вошел в прихожую, оглядываясь. Я видел, как его взгляд скользит по обшарпанным обоям, по старому трюмо, по моим стоптанным тапочкам в углу. Мне стало стыдно за свою бедность, но я тут же подавил это чувство. Это моя жизнь, какая есть. «Машей пахнет», — тихо сказал он. «У нее были такие духи. Красная Москва, кажется? Или что-то похожее?» «Ландыш серебристый», — поправил я. Она их любила. Мы прошли на кухню. Я включил свет, и желтый абажур осветил наше убогое жилище. Стол с клеенкой в цветочек,
старую газовую плиту, тот самый холодильник, который я починил на его первые деньги. Михаил сел на табуретку, положил на стол бутылку дорогого коньяка, которую принес из машины, и посмотрел на меня. В ярком свете я увидел, как сильно он сдал. Седина в висках, глубокие морщины на лбу. Он выглядел усталым, смертельно усталым человеком, который тащит на себе непосильный груз. «Ну, рассказывай», — сказал я, доставая из шкафчика 2 рюмки. «Как ты дошел до жизни такой, брат?» И он начал рассказывать. История, которую я услышал этой ночью, перевернула все мое представление о том, что такое успех, счастье и цена денег. Оказалось, что все эти годы, пока я считал себя жертвой, настоящей жертвой был он. Михаил молчал, глядя, как янтарная жидкость плещется в граненых рюмках. Я не торопил его. Мы сидели напротив друг друга, словно 2 бойца в перерыве между раундами. Только наш бой длился уже 15 лет, и победителей в нем не было. Я сделал первый глоток. Коньяк обжег горло, но тут же разлился по телу мягким, примиряющим теплом. Тепло это было обманчивым, как и вся наша встреча. Но мне нужно было хоть что-то, чтобы унять дрожь в руках. «Ты помнишь, как мы в детстве играли в разведчиков?» — вдруг спросил Миша, не поднимая глаз. Он крутил рюмку в длинных ухоженных пальцах. На безымянном блестело тяжелое золотое кольцо. «Ты всегда был командиром, а я связным. Я бегал в тыл врага, воровал яблоки у сторожа дяди Васи, а ты разрабатывал план отступления». «Помню», — буркнул я. «Только тогда ты яблоки воровал для всех, а не для себя одного». Михаил дернулся, словно от пощечины, поднял на меня взгляд, тяжелый, усталый. «Ты все еще там, Витя, в том дне, когда мы делили наследство. А где мне быть?» Я обвел рукой кухню. «Посмотри вокруг. Вот мое наследство. Обои, которые клеила Маша за год до смерти. Плита, которой лет больше, чем твоему бизнесу. Я здесь, Миша. Я никуда не ушел. А ты улетел высоко». Он горько усмехнулся и залпом опрокинул рюмку. Выдохнул, не закусывая. «Высоко. Сверху падать больнее, брат. Ты думаешь, я эти 10 лет в шоколаде купался? Думаешь, я забыл, как ты меня проклял?» «Я не проклинал», — возразил я, хотя знал, что вру. Те слова на поминках были именно проклятием, и мы оба это знали. Я просто сказал правду. Ты выбрал деньги, я остался с совестью. «С совестью», — протянул он. «А совесть тебя кормила, Витя? Совесть оплачивала счета за газ? Совесть покупала Маше лекарства, когда она заболела?» Упоминание Маши ударило под дых. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Не смей», — прошипел я, — «не смей трогать Машу своим поганым языком. Ты даже на похороны не пришел». «Я был там», — тихо сказал Михаил. Я замер. В кухне повисла звенящая тишина, только холодильник за спиной привычно всхлипнул и загудел. «Что?» «Я был там, Витя, на кладбище. Стоял за старыми березами у ограды. Я видел, как ты плакал. Видел Пашку, как он держал тебя под руку. Я хотел подойти. Клянусь, хотел. Но я видел твое лицо. Ты бы меня убил там, прямо над могилой. Или прогнал бы, что еще хуже. Я смотрел на него, пытаясь понять, врет он или нет. В памяти всплыл тот черный день. Дождь, комья глины, летящие на крышку гроба, черные зонты. Я ничего не видел тогда, кроме разрытой земли. Неужели он правда был там? И тогда я решил, продолжил Миша, наливая себе вторую. Раз я не могу быть рядом, раз я для тебя умер, я буду твоим ангелом-хранителем, невидимым, чтобы не бесить, чтобы не унижать.
Он полез во внутренний карман пиджака и достал потертый кожаный блокнот. Бросил его на стол. «Открой». Я с опаской взял книжечку. Страницы были исписаны мелким убористым почерком брата. Даты, суммы и короткие пометки. 15.11.2016. Вите на зубы. Видел его у поликлиники, щека раздута. 7000 рублей. 20.02.2017. Пашка разбил машину. Витя ходит чернее тучи. 15 000 рублей. 10.05.2018. Маше на памятник не хватает. Доложил в конверт. 30 000 рублей. Я листал эти страницы, и перед глазами проносилась моя жизнь. Жизнь, которую, оказывается, кто-то пристально рассматривал под микроскопом. Каждый мой кризис, каждая беда, каждая нужда — все было здесь. Зафиксировано и оплачено. Ты шпионил за мной?» Я поднял на него глаза. Чувство было странное, смесь благодарности и какого-то липкого страха. Будто я жил в аквариуме. «Я присматривал», — поправил он. «У меня есть человек, бывший мент. Он иногда наводил справки, узнавал, как у вас дела, не более ли кто, не влез ли Пашка в долги». «Зачем?» — снова спросил я. «Зачем тебе это нужно, Миша? У тебя же своя жизнь, свои проблемы. Жена молодая, я слышу. Бизнес. Зачем тебе старый, больной брат, который тебя ненавидит?» Михаил встал, прошелся по крошечной кухне, 2 шага до окна, 2 шага обратно. Ему было тесно здесь. Его дорогой костюм смотрелся чужеродно на фоне моих выцветших занавесок в горошек. «Потому что у меня больше никого нет», — глухо сказал он, глядя в черное окно, где отражалась наша кухня. «Ленка, жена, да она меня бросит в ту же секунду, как я перестану приносить деньги. Партнеры — волки, только и ждут, когда я оступлюсь, чтобы разорвать. Друзья сошлись на теме бабла и баб, разбежались, как только проблемы начались». Он повернулся ко мне. В его глазах стояли слезы. «Я один, Витя. Я страшно, смертельно один в своем огромном доме. Я просыпаюсь ночью и слышу, как тишина звенит в ушах. А ты? У тебя есть Пашка, есть Ванька, у тебя есть семья. Я завидовал тебе. Все эти годы я тебе завидовал». Это признание ошеломило меня. Он завидовал мне, нищему сторожу? «Чему завидовать, Миша?» Я горько усмехнулся. «Тому, что я копейки считаю, что Пашка в ипотеке по уши работает на 2 работах и ребенка не видит. Тому, что вы вместе», — отрезал он. «Тому, что когда ты заболеешь, Пашка принесет тебе стакан воды не потому, что ты в завещании ему квартиру оставил, а потому, что ты отец. А мне воды принесет сиделка за зарплату». Он снова сел, сутулившись. Вся его лощенность, весь его богатый лоск словно слезли с него, как шелуха. Передо мной сидел не бизнесмен Михаил Петрович, а уставший несчастный мужик. Мой младший брат Мишка, который когда-то плакал, разбив коленку, и бежал ко мне жаловаться. «Я помню тот первый конверт», — сказал я, чтобы нарушить молчание. «Я чуть с ума не сошел. Думал, мафия или полиция меченые купюры подбрасывает». Миша слабо улыбнулся. «Я сам боялся. Руки тряслись, как у вора. Я же не знал код от подъезда. Ждал, пока кто-то выйдет, замерз, как собака, а потом увидел, как ты на следующий день пошел в магазин и вышел с 2 полными пакетами. Ты купил тогда торт, Прагу». «Это было на Машин день рождения», — кивнул я. «Мы бы без того конверта просто чай пустой пили». «Я знаю. Я видел, как вы сидели на кухне. Свет горел. Тени на шторах. Я стоял во дворе, смотрел на ваше окно и представлял, что я тоже там, с вами. У меня защемило сердце.
10 лет он стоял под моими окнами. 10 лет он был невидимым гостем на наших праздниках. А когда я ногу сломал, вспомнил я, 2 года назад, я тогда 3 месяца лежал. Больничные копейки, а конверты приходили двойные. Ну так тебе же лекарства нужны были и фрукты. Я помню, ты яблоки любишь, Антоновку. Я хотел сам купить и положить под дверь, но побоялся. Ограничился деньгами. Я посмотрел на свои руки. Грубые, узловатые пальцы рабочего человека. И посмотрел на его руки. Холеные, с маникюром. 2 разные жизни. 2 разные судьбы. И одна кровь. «Знаешь, Миша», — сказал я, глядя ему в глаза, «я ведь все эти годы догадывался. Где-то очень глубоко. Никто другой не стал бы так делать. Чужому человеку плевать. Помог бы раз, но 2. А тут системно, как на работу». «Я и ходил как на работу», — усмехнулся он. «Это была моя самая важная работа. Мое искупление». «Искупление за что? За квартиру?» «За предательство, Витя. Квартира — это кирпичи. Черт с ней, с этой квартирой. Я предал тебя, когда решил, что деньги важнее брата. Я думал, я куплю свободу, а купил одиночество. Я хотел быть крутым. Хотел доказать тебе, отцу, всем. А в итоге доказал только то, что я дурак». Он налил себе еще. Бутылка опустела наполовину. Я ведь хотел все вернуть. Еще тогда, через год. Прийти, отдать ключи и сказать: «Забирай, Витя. Не могу я там жить». Но гордость. Как же я, Михаил Корнеев, признаю ошибку? Как я приползу на коленях? Я же поднялся. А потом уже поздно было. Столько слов наговорили. Столько грязи. Я молчал. Я понимал его. Гордость — наш семейный грех. Отцовское наследство похуже любой ипотеки. Мы оба были заложниками этой гордости. Я гордо страдал, он гордо платил. «А Пашка?» — спросил я. «Ты сказал, что знаешь про его проблемы». Михаил оживился. «Пашка молодец. Трудяга, весь в тебя. Я наводил справки про его фирму. Начальник у него самодур. Платит копейки, а требует как с топ-менеджера. Я давно хотел вмешаться. У меня есть связи, мог бы устроить его к себе или к партнерам. Но, опять же, как? «Привет, я твой дядя-предатель, иди ко мне работать». Он бы послал меня, как и ты. «Послал бы», — согласился я. «Пашка упертый. Он мою школу прошел. Мы бедные, но гордые. Тьфу. Дураки мы с ним, Миша. Нет, вы настоящие, а я пластиковый». Внезапно в прихожей раздался звук поворачиваемого ключа. Мы оба вздрогнули. Я посмотрел на часы. 3 ночи. Кто это может быть? Дверь открылась, и на пороге появился Пашка, мой сын. Взъерошенный, бледный, с красными от недосыпа глазами. Он замер, увидев свет на кухне и чужое пальто на вешалке. «Пап, ты чего не спишь?» Он шагнул на кухню и застыл, увидев Михаила. Пашка не видел дядю 15 лет. Когда мы поссорились, ему было 17. Сейчас ему 32. Он вырос, раздался в плечах, но лицо осталось тем же. Открытым, честным лицом моего сына. Он переводил взгляд с меня на Михаила, и я видел, как в его глазах узнавание сменяется шоком. «Дядя, Миша?» — неуверенно произнес он. Михаил медленно встал. Он вдруг показался мне очень маленьким и беззащитным перед этим взрослым, крепким парнем. «Здравствуй, Павел», — тихо сказал он. Пашка нахмурился. Он посмотрел на початую бутылку коньяка, на наши лица, на лежащий на столе белый конверт, который я так и не убрал. «Что здесь происходит?»
Его голос стал жестким. «Ты что здесь делаешь? Пап, он тебя обидел? Он что-то требует?» В Пашке проснулся защитник. Он шагнул вперед, закрывая меня собой. Это движение тронуло меня до слез. Мой мальчик защищает старика отца. «Нет, Паша». Я встал и положил руку ему на плечо. «Никто никого не обидел. Но просто разговариваем». «Разговариваете?» Пашка недоверчиво хмыкнул. «Спустя 15 лет? Ночью?» Он кивнул на конверт. «А это что, он откупается? Пришел купить прощение?» Михаил побледнел. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но я опередил его. «Сядь, сын», — твердо сказал я. «Сядь и послушай. Нам всем нужно поговорить. Потому что то, что я сейчас расскажу, касается и тебя, и Ваньки, и всех нас». Пашка колебался секунду, но потом все же сел на стул, отодвинув его подальше от Михаила. Атмосфера на кухне накалилась до предела. В воздухе пахло грозой, коньяком и старыми обидами. Я глубоко вздохнул, собираясь с духом. Пришло время сорвать все маски. Пришло время рассказать сыну правду о волшебных конвертах, которые спасали нас все эти годы. И о том, кто на самом деле был нашим невидимым спасителем. «Паш», — начал я, глядя сыну в глаза, — «помнишь, как ты спрашивал, откуда у меня деньги на ремонт машины в прошлом году? Помнишь, откуда взялись деньги на операцию маме?» Пашка кивнул, настороженно глядя на меня. «Ну, ты говорил, что накопил, что премии дали, что у друзей занял». «Я врал», — сказал я просто. «Не было никаких премий, не было друзей. Был только этот конверт. Каждый месяц. 10 лет подряд». Я подтолкнул пухлый белый конверт к сыну. «Открой». Пашка медленно, словно боясь обжечься, взял конверт, заглянул внутрь. Увидел пачку 5000-ных купюр. Его брови поползли вверх. «Это от него?» Он кивнул на Михаила, не называя его по имени. «Да», — ответил Михаил. «Это от меня». Пашка отшвырнул конверт на стол, словно тот был зараженным. «Нам не нужны твои подачки!» — выкрикнул он, вскакивая. «Мы сами справляемся. Мы не нищие. Пап, скажи ему. Скажи, чтобы он забирал свои бабки и валил отсюда». Я ожидал этой реакции. Я сам был таким же полчаса назад. «Сядь!» — рявкнул я так, как не кричал на него с подросткового возраста. «Я сказал, сядь и слушай». Пашка опешил и опустился на стул. «Мы справляемся?» — тихо, но жестко спросил я. «Правда, Паш? А кто мне вчера звонил и чуть не плакал из-за ипотеки? А кто ходит в одной куртке 3-й год? А Ванька, который море не видел ни разу? Справляемся мы. Выживаем мы, Паша. И если бы не эти конверты, мы бы уже давно по миру пошли. Или квартиру бы продали и в коммуналку съехали». Я перевел дух. Сердце колотилось, отдавая тупой болью в левую лопатку. Дядя Миша помогал нам. Молча, тайно, не требуя благодарности. Он мог бы жить и не тужить, забыть про нас. Но он помнил и платил. Платил за свою совесть, может быть, но и за нашу жизнь тоже. Пашка молчал, глядя в стол. Его лицо пошло красными пятнами. Ему было стыдно и больно. Разрушалась его картина мира, где мы были гордыми героями, а дядя Миша — злодеем. Оказалось, все сложнее. «Я не хотел вас унизить, Паша», — подал голос Михаил. «Честное слово, я не знал, как иначе». «Почему ты сейчас пришел?» — глухо спросил Пашка, не глядя на него. «Я не приходил», — грустно улыбнулся Михаил. «Это отец меня поймал. Устроил засаду, как партизан». Пашка поднял глаза на меня. В них блеснуло что-то похожее на восхищение, смешанное с ужасом.
Ты его караулил? В подъезде? Пап, у тебя же сердце. Сердце у меня есть, кивнул я. И оно мне подсказало, что хватит бегать. Хватит врать самим себе. Я взял бутылку и разлил остатки коньяка по 3 рюмкам. Третьей рюмки не было, пришлось взять чайную чашку для Пашки. «Давайте выпьем, мужики», — сказал я. «Не за встречу и не за деньги, а за то, чтобы мы перестали быть идиотами. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на войну с родной кровью». Мы чокнулись. Звон стекла прозвучал, как первый удар колокола новой жизни. Пашка выпил, поморщился и впервые посмотрел на дядю без ненависти. Скорее, с любопытством, словно изучая неведомого зверя. «А правда, что у тебя Гелендваген?» Вдруг спросил он, и этот детский, нелепый вопрос разрядил обстановку лучше любых извинений. Михаил рассмеялся. Искренне, громко. «Правда, Пашка. Стоит внизу у подъезда. Хочешь, прокачу?» «Прямо сейчас?» Глаза сына загорелись. «А почему нет?» Михаил подмигнул мне. «Витя, ты как? Протрясем старину? Или боишься, что соседи инфаркт получат, увидев, как Корнеев-старший в джип садится?» Я посмотрел на них, на брата и сына. Они сидели рядом, и я вдруг увидел, как они похожи. Тот же разрез глаз, та же упрямая складка у рта, родная кровь, не водится. «А поехали», — махнул я рукой. «Гулять так гулять. Только Ваньку не разбудите». Мы вышли из подъезда в предрассветную мглу. Огромный черный внедорожник стоял прямо у входа, занимая половину тротуара. На фоне нашей обшарпанной пятиэтажки он смотрелся, как космический корабль, приземлившийся в деревне. Михаил открыл машину. Кожаный салон пах дорогой кожей и парфюмом. Мы сели. Я вперед, Пашка назад, как ребенок. «Куда едем?» — спросил Михаил, заводя двигатель. Мотор зарычал, мощно и сыто. «На дачу», — неожиданно для самого себя сказал я. Михаил замер. Его руки сжали руль. «На нашу дачу? В Сосновку?» «Ну да. Ты же ее не продал?» «Нет», — тихо сказал он. «Я там даже ремонт не делал. Все как при маме. Рука не поднялась». «Вот и поехали. Посмотрим, что там осталось от нашего детства». Мы ехали по ночному городу, по пустым проспектам, мимо спящих домов. В салоне играла тихая музыка, что-то из джаза. Я смотрел на профиль брата, освещаемый фонарями, и чувствовал, как внутри меня распускается тугой узел, который стягивал душу 15 лет. Я не знал, что будет дальше. Я не знал, как мы будем общаться завтра, когда схлынет хмель и эмоции. Я не знал, примет ли Пашка помощь дяде по-настоящему. Но я знал одно. Сегодня в моем почтовом ящике было пусто. И это было самое лучшее, что могло случиться, потому что теперь мне не нужен конверт, чтобы чувствовать поддержку. Теперь у меня снова был брат. Огромный черный внедорожник мягко покачивался на ухабах старой дороги, ведущей в Сосновку. Сзади посапывал Пашка. Коньяк и бессонная ночь взяли свое, и он вырубился, прижавшись лбом к прохладному стеклу. Мы с Мишкой молчали, но это было уже не то напряженное, звенящее молчание, что стояло между нами в подъезде. Это была тишина двух людей, которые боятся спугнуть хрупкое, только что обретенное равновесие. Я смотрел на мелькающие за окном черные силуэты елей и пытался понять, в какой момент все пошло не так. Где была та точка невозврата, после которой родные братья превратились в чужаков? Память, услужливая и жестокая, тут же подбросила картинку. 98-й год. Лето. Жара стояла такая, что асфальт плавился под ногами, прилипая к подошвам китайских шлепанцев. Тогда мы еще были семьей. Мама была жива, хоть уже и сдавала. Диабет медленно, но верно подтачивал ее силы.
Отец умер за 3 года до этого, оставив после себя коллекцию марок, старую «Волгу» и пустоту, которую никто из нас не мог заполнить. Мишка тогда только начинал свой подъем. Он мотался в Турцию, возил тюками какие-то джинсы, кожаные куртки, дубленки. Я помню его в то время. Худой, жилистый, с горящими, как у фанатика, глазами. Он всегда куда-то спешил, постоянно висел на телефоне. Огромный, похожий на кирпич «Мотороле», которая стоила, как моя годовая зарплата на заводе. Я тогда работал мастером в цеху. Зарплату не платили по полгода. Мы жили бартером. Завод выдавал продукцию, резиновые сапоги и галоши. И мы, работяги, стояли по выходным на рынке, пытаясь обменять эти галоши на еду. Унизительно, да. Но так жила вся страна. В тот день, который стал началом конца, Мишка приехал к нам на дачу. На этой самой даче, куда мы сейчас ехали. Он вылез из своей первой иномарки, подержанной Ауди цвета мокрый асфальт, и с видом победителя бросил на шаткий деревянный стол в саду пакет с деликатесами: копченая колбаса, балык, бутылка амаретто и коробка конфет для мамы. «Витька, бросай ты свой завод!» — кричал он, наливая ликер в граненые стаканы. «Ну сколько можно горбатиться за копейки? Давай ко мне. Мне нужен надежный человек на склад. Будешь товар принимать, за грузчиками следить. Плачу в долларах». Я смотрел на него и чувствовал, как внутри закипает глухая, темная злоба. Мне было обидно. Обидно за себя, за свои 2 высших образования, которые оказались никому не нужны. Обидно за то, что мой младший брат, двоечник и шалопай, теперь учит меня жизни. «Не пойду я к тебе, Миша», — буркнул я тогда, отрезая кусок колбасы. «Я инженер. Я производство знаю. А торговать трусами — это не мое». «Дурак ты, Витька», — смеялся он, хлопая меня по плечу. «Какой ты инженер? Ты нищий. Сейчас время такое. Кто успел, тот и съел. А ты все в советского человека играешь». Эти слова «ты нищий» врезались в память, как осколок стекла. А потом случилась беда. Маму разбил инсульт. Это произошло внезапно, как гром среди ясного неба. Она просто упала на грядки с клубникой и больше не встала. Скорая ехала 2 часа. 2 бесконечных часа, пока я держал ее сухую, пергаментную руку и молился всем богам, в которых не верил. Мишка примчался в больницу только к вечеру. Он был на какой-то важной сделке. «Я оплачу все», — заявил он врачу, размахивая пачкой денег. «Отдельную палату, лучшие лекарства, сиделку». И он действительно платил. Деньги текли рекой. Но времени у него не было. Он забегал на 5 минут, целовал маму в лоб, совал медсестрам шоколадки и исчезал в вихре своих терок и стрелок. Ухаживал за мамой я. Я мыл ее, менял памперсы, кормил с ложечки перетертым супом. Я видел, как она угасает, как жизнь, капля за каплей, уходит из ее глаз. Я слышал, как она по ночам зовет отца и иногда Мишку. «Где Мишенька?» — шептала она пересохшими губами. «Почему он не приходит?» «Он работает, мама», — врал я, поправляя ей подушку. «Он деньги зарабатывает, чтобы тебя вылечить». «Деньги», — вздыхала она и закрывала глаза. «Не в деньгах счастье, Витя. Берегите друг друга. Вы же братья. Берегите друг друга». Какая горькая ирония. Мама умерла в ноябре 99-го. Тихо, во сне. Раздел имущества начался сразу после поминок. Мы сидели в той самой квартире, где выросли. Зеркала были занавешены простынями. На столе стояла фотография мамы с черной ленточкой. Мишка пришел с папкой документов. Он был деловит, собран и холоден. «Значит так, Витя», — начал он, раскладывая бумаги на столе. «Квартира в центре сейчас стоит примерно $30 000. Дача — еще 5. Гараж копейки, но тоже актив.
Я смотрел на него и не узнавал. «Где мой брат? Где человек, который вчера рыдал у гроба?» Передо мной сидел калькулятор. «Я предлагаю такой вариант», — продолжил он, не замечая моего взгляда. «Я забираю квартиру и дачу. Тебе выплачиваю $10 тысяч отступных. Это хорошие деньги, Витя. Купишь себе однушку, машину обновишь». У меня потемнело в глазах. «Ты что, совсем офонарел?» — тихо спросил я. «Это же родительская квартира. Мы там выросли. Там каждая царапина на обоях — память. А ты ее продашь? Или под офис пустишь?» «Может, и под офис», — пожал плечами Мишка. «Какая разница? Это недвижимость, она должна работать. А тебе она зачем? Ты же на заводе живешь, в общаге почти. А Пашке твоему учиться надо, я слышал. Он в институт поступает. Деньги пригодятся. Ты считаешь, что я не заслужил половину?» Мой голос дрожал от ярости. «Я за матерью год горшки выносил. Я ночами не спал. А ты только баблом откупался». Мишка побагровел. Он вскочил со стула, опрокинув рюмку с водкой, накрытую хлебом. «Я откупался? Да если бы не мои деньги, она бы сдохла в общей палате в коридоре. Я продлил ей жизнь на год. Я лучших врачей привозил, а ты... Ты просто сидел рядом и жалел себя. Герой-мученик». «Пошел вон», — сказал я. «Это и мой дом тоже», — заорал он. «И у меня есть документы. Мама подписала дарственную на меня за неделю до смерти». Я застыл. «Дарственная? Ты врешь. Смотри». Он швырнул мне бумагу с печатью нотариуса. Я взял лист дрожащими руками. Там действительно стояла подпись мамы. Кривая, слабая, почти неразборчивая закорючка. «Ты заставил ее?» — прошептал я. «Она же не соображала ничего. Ты воспользовался, пока меня не было?» «Она была в ясном уме», — рявкнул Мишка, но глаза отвел. «Она понимала, кто в этой семье реально что-то может, а кто неудачник, который все пропьет или потеряет. Она доверила актив мне, чтобы я его сохранил». «Актив?» — я скомкал бумагу и швырнул ему в лицо. «Для тебя мать — это актив? Вон отсюда. Проклинаю тебя. Чтоб эти деньги тебе поперек горла встали, чтоб ты захлебнулся своим золотом. Нет у меня брата больше». Мишка тогда молча собрал бумаги, поправил пиджак и вышел. Хлопнула дверь. И эта дверь захлопнулась между нами на 15 лет. Я взял те $10 тысяч, которые он мне перевел на счет. Гордость гордостью, а жить было негде. Купил свою нынешнюю двушку на окраине. Но каждый раз, глядя на эти стены, я вспоминал, какой ценой они мне достались. Ценой предательства. «Приехали!» — голос Михаила вырвал меня из воспоминаний. Машина остановилась. Свет фар выхватил из темноты старые покосившиеся ворота. Зеленая краска на них облупилась, обнажая ржавый металл. Знакомая калитка висела на одной петле. Сосновка. Наша дача. Мы вышли из машины. Воздух здесь был другим. Густым, морозным, пахнущим хвоей и дымом от чьей-то далекой печки. «Фонарик есть?» — спросил я. «В телефоне». Миша включил подсветку. Мы подошли к калитке. Замок заржавел, но Миша, навалившись плечом, с хрустом открыл его. Мы вошли на участок. Снег здесь был нетронутым, глубоким. Тропинок не было. Видно было, что сюда никто не приезжал годами. Дом стоял темным, угрюмым призраком. Старый, деревянный, с резными наличниками, которые когда-то вырезал отец. Окна были целы, но смотрели на нас слепыми, черными глазницами. «Я ключ не взял», — спохватился Миша. «Забыл совсем». «А запасной? Тот, что под крыльцом?» — спросил я. Миша удивленно посмотрел на меня. «Думаешь, он там? Столько лет прошло?» Я подошел к крыльцу,
Разгреб снег ногой, нащупал рукой выемку под нижней ступенькой. Пальцы коснулись холодного металла. «Есть!» — я поднял ржавый ключ. Отец всегда говорил: «Порядок бьет класс». Мы вошли в дом. Внутри пахло сыростью, старой бумагой и замерзшей пылью. Тот самый, ни с чем не сравнимый запах дачи зимой. Миша посветил фонариком по стенам. «Господи!» — выдохнул он. Все было так же, как 15 лет назад. На вешалке висела старая отцовская штормовка. На столе в кухне стояла забытая чашка с засохшим чайным пакетиком. Календарь на стене показывал сентябрь 1999 года. Время здесь остановилось. Застыло, как муха в янтаре. «Ты ничего не менял?» — спросил я, проводя пальцем по пыльному столу. «Нет», — тихо ответил брат. «Я пару раз приезжал сюда один. Похожу, посижу на крыльце, водки выпью и уезжаю. Не мог я здесь ничего трогать. Казалось, если хоть стул передвину, все, окончательно маму предам». Он подошел к старому буфету, открыл дверцу. Там стояли банки с маминым вареньем. Клубничное, малиновое, вишневое. Варенье, сваренное в 99-м году. Оно, наверное, давно засахарилось или испортилось, но банки стояли ровными рядами, как солдаты. «Витька», — голос Миши дрогнул, — «а помнишь, как мы тут крышу крыли с батей?» «Помню», — кивнул я. «Тебе тогда лет 12 было. Ты молоток уронил прямо на парник, стекло разбил. Батя орал так, что вороны с елок падали. А потом он нам вечером картошку в углях пек», — улыбнулся Миша. И рассказывал про то, как в армии служил. Мы стояли в холодной темной комнате, и призраки прошлого обступали нас со всех сторон. Здесь не было ни бизнеса, ни долгов, ни обид. Здесь были только мы, два брата, Витька и Мишка, и наши родители, которые смотрели на нас откуда-то сверху. «Прости меня, Витя», — вдруг сказал Миша. Он повернулся ко мне, и луч фонарика дрожал в его руке. «Прости за ту дарственную. Я ведь тогда... я испугался». «Испугался?» — не понял я. «Чего?» «Что прогорю? У меня тогда в бизнесе такие проблемы были. Бандиты наехали, долги, товар арестовали. Мне срочно нужен был актив, залог, чтобы перекредитоваться. Иначе меня бы просто закопали в лесу. Я не из жадности квартиру забрал. Я спасал свою шкуру. А тебе сказать побоялся. Думал, ты скажешь: так тебе и надо, спекулянт». Я слушал его и чувствовал, как внутри меня что-то окончательно ломается. Весь мой гнев, вся моя праведная ярость, которую я лелеял годами, вдруг показались мелкими и глупыми. Он рисковал жизнью. Он был загнан в угол. Да, он поступил подло, но он был напуганным мальчишкой, играющим во взрослые игры. «Дурак ты, Мишка», — вздохнул я и шагнул к нему. «Какой же ты дурак! Сказал бы мне, мы бы что-нибудь придумали. Я бы продал гараж, машину. Мы бы выкрутились. Мы же семья». Я обнял его. Впервые за 15 лет я обнял своего брата. Он был в дорогом пальто, от него пахло коньяком и холодом. Но под всей этой мишурой я чувствовал его худое, дрожащее тело. Он уткнулся мне в плечо и заплакал. Тихо, беззвучно, только плечи вздрагивали. И я тоже заплакал. Старый сентиментальный дурак. «Ладно», — сказал я через минуту, хлопая его по спине. «Хватит сырость разводить, а то сейчас и дом поплывет». Миша отстранился, вытирая глаза рукавом. Шмыгнул носом, совсем как в детстве. «Надо печку растопить», — деловито сказал он, — «а то околеем. Там дрова должны быть в сарае». «Дрова-то есть», — усмехнулся я. «А вот спички найдутся?» «Найдутся», — раздался голос от двери.
Мы обернулись. На пороге стоял Пашка. Он держал в руках зажигалку и улыбался. «Я проснулся, а вас нет. Решил зайти. Ну, вы даете, мужики. Романтика». Пашка прошел в комнату, огляделся. «Круто здесь. Как в музее. А это что, мамино варенье?» Он подошел к буфету, взял банку, посмотрел на свет. «Клубника. 99-й. Антиквариат. Бать, а может, попробуем? Рискнем здоровьем». Мы переглянулись с Мишкой и рассмеялись. Напряжение ушло окончательно. Мы были дома. Следующие 2 часа мы занимались тем, что возвращали этот дом к жизни. Миша с Пашкой таскали дрова, я растапливал печь. Старая голландка сначала капризничала, дымила, но потом загудела, и по трубам потекло живое тепло. Мы нашли в шкафу старые свечи, зажгли их. Электричество было отключено за неуплату, но так было даже лучше. Живой огонь делал тени мягкими, а лица — добрыми. Мы сидели за столом, пили чай, воду растопили из снега в старом чайнике. Ели сушки, которые Миша нашел в бардачке машины, и то самое варенье. Оно оказалось, на удивление, вкусным, густым, сахарным, с привкусом детства. «Дядя Миша», — спросил вдруг Пашка, слизывая варенье с ложки, «а правда, что ты хочешь мне помочь с работой?» Миша серьезно посмотрел на него. «Правда, Паш. У меня есть партнер, занимается логистикой. Крупная контора, белая зарплата, соцпакет. Им нужен толковый начальник транспортного отдела. Я могу замолвить слово. Но собеседование будешь проходить сам. По блату не возьмут. Там серьезные ребята». «Я справлюсь», — глаза Пашки загорелись. «Я в логистике собаку съел. Просто на моей нынешней фирме перспектив 0. «Вот и отлично», — кивнул Миша. «Завтра позвоню». «И еще», — Миша помолчал, подбирая слова, «насчет квартиры, той бабушкиной. Я хочу ее вернуть». Я поднял руку, останавливая его. «Не надо, Миша. Не надо возвращать прошлое. Квартира продана?» «Нет. Я ее сдаю под офис нотариуса». «Пусть сдается. Деньги нам не нужны. Точнее, нужны, но не так. Я хочу переписать ее на Пашку», — твердо сказал Миша. «И дачу тоже. Это по справедливости. Я своим детям, которых у меня пока нет, заработаю сам. А это родовое. Оно должно быть у того, кто продолжит род. У Пашки есть Ванька. Значит, ему нужнее». Я посмотрел на сына. Пашка сидел с открытым ртом. «Дядя Миша, это миллионы». «Это просто бетон и дерево, Паша», — улыбнулся Миша. «Главное то, что внутри. Вот мы сейчас сидим здесь, и мне впервые за 10 лет хорошо, спокойно. Это ни за какие миллионы не купишь». «Бери, сын», — сказал я. «Бери. Дядя дело говорит. Только с одним условием». «С каким?» — хором спросили они. «Дачу мы будем восстанавливать вместе. Все втроем. И Ваньку подключим. Чтобы он знал, где его корни. Чтобы знал, как гвоздь забить и как костер разжечь. Идет?» «Идет!» — радостно крикнул Пашка. «Согласен», — кивнул Миша. За окном начинало светать. Серое зимнее утро вползало в комнату, гася пламя свечей. Но в доме было тепло. Тепло от печки и от того, что мы снова были семьей. Я посмотрел на брата. Он спал, сидя на стуле, положив голову на руки. Беззащитный, постаревший, родной. 10 лет я искал человека, который оставлял деньги в моем ящике. Я думал, что найду врага или богача, или сумасшедшего. А нашел самого себя. Того себя, которого потерял в 90-х. Шрам затянулся. Остался только рубец на память, чтобы не забывали. Обратная дорога была легкой. Город просыпался, дворники скребли лопатами асфальт, автобусы везли сонных людей на работу. Миша высадил нас у подъезда. «Ну, бывайте, родственники».
Он пожал нам руки. Крепко, по-мужски. «Паш, я наберу насчет работы. Витя, я заеду в выходные к Ваньке. Попробуй только не заехать», — пригрозил я кулаком. «У меня термос простаивает без дела». Он улыбнулся, сел в машину и уехал. Мы с Пашкой поднялись в квартиру. Дома было тихо, Ванька еще спал. Я подошел к окну. Внизу, у подъезда, на снегу виднелись следы шин Гелендвагена. И еще цепочка следов, ведущая к моему почтовому ящику. Я знал, что в следующем месяце конверта не будет. И через месяц тоже. И слава богу. Потому что теперь у меня есть кое-что получше конвертов. У меня есть номер телефона брата в записной книжке. И уверенность, что если я позвоню, он ответит. Я пошел на кухню ставить чайник. Жизнь продолжалась. И она, черт возьми, начинала мне нравиться. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Я ходил на смены, сидел в своей будке, смотрел в мониторы, но мысли мои были далеко. Я то и дело доставал телефон. Простенький кнопочный аппарат, на экране которого теперь светилось новое имя — Миша. Не брат, не Михаил, а просто Миша. Как в детстве. В почтовый ящик я больше не заглядывал. Точнее, заглядывал, но только за квитанциями ЖКХ. Тот фантомный зуд, то унизительное ожидание белого конверта, которое мучило меня годами, исчезло. Я чувствовал себя странно. Будто с меня сняли тяжелый, пропитанный потом рюкзак, который я тащил 10 лет. Но спина еще помнила его тяжесть и ныла по привычке. В пятницу вечером телефон ожил. «Алло, Витя?» Голос брата звучал напряженно, с какими-то официальными нотками. «Не разбудил?» «Нет, я на дежурстве. Кроссворд мучаю. Что случилось?» «Да ничего. Слушай, я тут подумал. Мы в тот раз так скомканно посидели, на эмоциях. А я хочу по-людски. Приезжайте ко мне в воскресенье, на обед. С Пашкой, с Ванькой. Жену мою, Лену, увидишь. Познакомимся, наконец, нормально». Я замялся. Ехать в логово зверя, в тот мир богатых особняков и высоких заборов, который я всегда презирал, мне не хотелось. «Миш, может, лучше вы к нам? У меня пельмени свои, домашние». «Витя, не обижай», — перебил он. «Я уже Ленку предупредил, она готовится. Повар будет. Приезжайте. Я машину пришлю за вами к часу». Отказать было нельзя. Это был тест. Проверка нашей хрупкой дружбы на прочность реальностью. Воскресное утро в нашей квартире напоминало сборы на фронт. Пашка нервничал больше всех. Он трижды переглаживал свою единственную приличную рубашку, шипел на утюг и гонял пятилетнего Ваньку, который, чувствуя общую нервозность, носился по квартире с пластмассовым мечом, сшибая углы. «Пап, а что мне надеть?» Пашка стоял перед открытым шкафом, где сиротливо висели джинсы и пара свитеров. «Джинсы можно? Или туда надо в смокинге?» «Надевай, что есть», — буркнул я, завязывая галстук, который не носил со дня похорон Маши. Галстук был старый, широкий, немодный, но другого не было. Мы к брату едем, а не на прием к английской королеве. Но я врал. Я сам чувствовал себя бедным родственником, который собирается на поклон к барину. Я смотрел на свои ботинки. Добротные, чистые, но со сбитыми носами, которые я тщательно замазал гуталином, и понимал, там, куда мы едем, это заметят. Ровно в час дня во двор въехал не Гелендваген, а черный представительский седан с тонированными стеклами. Водитель, молчаливый парень в костюме, открыл нам дверь. Соседка, тетя Валя, выбивавшая коврик у подъезда, замерла с открытым ртом, глядя, как Корнеевы садятся в лимузин. Я поймал ее взгляд и, не удержавшись, подмигнул. Пусть думает, что хочет. Мы ехали в Солнечный Бор, элитный коттеджный поселок за чертой города. Место,
где сотка земли стоила, как моя почка. По мере приближения заборы становились выше, а дома за ними все вычурнее. Замки с башенками, дворцы с колоннами, хай-тек коробки из стекла и бетона, ярмарка тщеславия. Дом Михаила оказался огромным трехэтажным особняком из красного кирпича, обнесенным кованой оградой. Во дворе был ландшафтный дизайн. Подстриженные туи, альпийская горка, даже маленький фонтан, который сейчас, зимой, был укрыт деревянным коробом. «Ничего себе домик у дяди Миши!» — присвистнул Пашка. «Тут можно в прятки играть и неделю не видеться». Ванька прилип носом к стеклу. «Деда, это замок? Там дракон живет?» «Нет, внучок», — усмехнулся я. «Там живет твоя новая тетя». Нас встретил сам Михаил. Он был в домашнем: джемпер, вельветовые брюки, но даже эта домашняя одежда стоила, наверное, как вся моя мебель. Он широко улыбался, но глаза оставались настороженными. «Проходите, проходите, ну, с прибытием!» Мы вошли в холл. Потолки высотой 5 метров, огромная хрустальная люстра, мраморный пол, в котором отражались наши фигуры. Я сразу почувствовал себя неуютно. Здесь было красиво, богато, но холодно. Как в музее или в фойе дорогого банка. Не было запаха жилья, запаха еды, запаха жизни. «Лена!» — крикнул Михаил вглубь дома. «Гости приехали!» На широкой лестнице появилась женщина. Елена, жена брата. Она была моложе Михаила лет на 15. Высокая, ухоженная блондинка с точенным лицом, которая казалась застывшей маской вежливого равнодушия. На ней было элегантное платье, жемчуг на шее и туфли на шпильке. Дома. Она спускалась медленно, оценивающе скользя взглядом по нам. По моему старому галстуку, по Пашкиным джинсам, по Ванькиной куртке с заплаткой на локте. «Добрый день». Ее голос был мелодичным, но прохладным, как ручей в ноябре. «Рада, наконец, познакомиться. Миша много о вас». Молчал. Это была шпилька. Первая, но не последняя. «Здравствуй, Елена». Я протянул ей коробку конфет «Птичье молоко» и букет хризантем, которые мы купили по дороге. На фоне мраморного холла они выглядели жалко. Она приняла подарки 2 пальцами, словно боясь испачкаться. «Спасибо. Миша, передай цветы горничной. Пусть поставит в вазу. Проходите в гостиную. Обед скоро подадут». Обед был пыткой. Мы сидели за длинным столом, накрытым белой скатертью. Приборов было больше, чем еды. Какие-то щипчики, 3 вида вилок, салфетки в кольцах. Я боялся взять не ту вилку и опозориться. Ванька крутился на огромном стуле, болтая ногами, и с тоской смотрел на тарелку, где лежала карпаччо из лосося, тонкие прозрачные ломтики сырой рыбы. «А макароны будут?» — громко спросил он в тишине. Ирина скривила губы в вежливой улыбке. «Это высокая кухня, малыш. Попробуй рыбку, она очень полезная». «Я не ем сырую рыбу», — насупился Ванька. «Деда, пошли домой, я есть хочу». Пашка покраснел до корней волос. «Ваня, веди себя прилично. Ешь, что дают». «Оставьте ребенка», — вмешался Михаил. «Лен, скажи на кухне, пусть ему пюре сделаю с котлетой. Или сосиски сварят. Есть у нас сосиски». «Михаил», — ледяным тоном произнесла Елена, — «мы не держим сосисок. Это гастрономический мусор. Пусть повар сделает куриную грудку на пару». Разговор не клеился. Михаил пытался шутить, вспоминал детство, но каждое его слово тонуло в вате вежливости его жены. Она сидела прямо, как палку проглотила, и задавала вопросы, от которых хотелось сквозь землю провалиться. «А вы, Виктор Петрович, все там же работаете? Сторожем?» — спросила она, аккуратно разрезая стейк. «Сторожем», — твердо ответил я, глядя ей в глаза. «Охраняю сон граждан и склады с химией». «Какая спокойная работа?» «Наверное, много времени для размышлений». Миша говорил,
Вы инженер по образованию. Не жалеете, что не реализовали свой потенциал? Удар под дых. Я реализовал свой потенциал, Елена, медленно произнес я. Я воспитал сына честным человеком и ухаживал за умирающей женой. Это, знаете ли, тоже работа. Потяжелее бизнеса. Михаил звякнул вилкой о тарелку. «Лен, перестань! Витя — лучший инженер, которого я знаю. Если бы не 90-е...» «Ох уж эти 90-е!» — вздохнула она. «Универсальное оправдание для всех, кто не смог вписаться в рынок. Миша вот вписался. Хотя стартовые условия были одинаковые. Гены-то одни. Странно, правда?» В воздухе запахло грозой. Пашка сжал кулаки под столом. Я видел, как у Михаила на скулах заходили желваки. «Лена, закрой тему», — тихо, но угрожающе сказал он. «Почему?» — она невинно хлопала накрашенными ресницами. «Мы же семья, знакомимся. Мне интересно понять психологию людей другого круга». И тут случилось страшное. Ванька, которому стало скучно слушать непонятные взрослые разговоры, слез со стула и пошел бродить по гостиной. Его внимание привлекла большая напольная ваза, китайская, с драконами, стоящая у камина. «Дракон!» — радостно воскликнул он и обнял вазу. Ваза покачнулась. «Ваня, нет!» — крикнул Пашка. Но было поздно. Тяжелая керамика потеряла равновесие и с грохотом рухнула на паркет. Звук разбивающегося фарфора прозвучал, как выстрел. Осколки брызнули во все стороны. Ванька замер, испуганно прижав руки к рту. В наступившей тишине голос Елены прозвучал, как удар хлыста. «Боже мой, это династия Мин. Ей 300 лет. Вы хоть представляете, сколько она стоит? До вашей квартиры не хватит, чтобы расплатиться». Она вскочила, лицо ее перекосилось от злости. Маска слетела. «Уберите отсюда этого дикаря. Я знала, что так будет. Миша, зачем ты притащил их сюда? Это плебеи. Им место в хлеву, а не в приличном доме». Ванька заплакал. Громко, навзрыд. Пашка подбежал к сыну, схватил его на руки. «Мы уходим». Его голос дрожал от ярости. «Пап, вставай. Мы уходим». Я медленно поднялся. Во мне не было злости, только ледяное спокойствие. Я посмотрел на Елену, которая стояла над осколками, трясясь от негодования. «Не волнуйтесь, Елена», — сказал я. «Мы компенсируем. Буду вычитать из пенсии. Лет за 200 отдам. А насчет плебеев, знаете, в хлеву иногда чище, чем в некоторых дворцах. Там хотя бы душой не воняет». «Пошли вон!» — взвизгнула она. «Молчать!» Этот крик принадлежал Михаилу. Он ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули тарелки и опрокинулся бокал с вином. Красное пятно расплылось по белоснежной скатерти, как кровь. Михаил встал. Он был бледен, глаза горели бешенством. Он смотрел на жену. «Заткнись, Лена. Просто заткнись». «Что?» — она опешила. «Ты защищаешь их? Они разбили вазу за $50 000. «Да плевать мне на вазу!» — заорал он. «Пусть хоть весь дом сгорит. Это мой брат, это мой племянник, это моя кровь. А ты кто такая, чтобы их судить? Ты, которая за 10 лет палец о палец не ударила, только по салонам ходишь да деньги тратишь». Он подошел к ней вплотную. «Плебей, говоришь? Так вот, дорогая моя, я такой же плебей. Я вырос в хрущевке. Я носил одни штаны 3 года. И эти люди — моя семья. А если тебе они не нравятся, значит, тебе не нравлюсь и я». В комнате повисла тишина, прерываемая только всхлипываниями Ваньки. Елена смотрела на мужа с ужасом.
Она никогда не видела его таким. Он всегда был удобным, откупающимся подарками мужем. А сейчас перед ней стоял тот самый Мишка из 90-х. Жесткий, опасный, готовый грызть глотки. Михаил повернулся к нам. Вся злость с него слетела, плечи опустились. «Витя, Паша, простите. Простите меня, идиота». Он подошел к Ваньке, который притих на руках у отца. Погладил его по голове. «Не плачь, боец. Это просто горшок. Плохой горшок. Давно хотел его разбить, да повода не было. На счастье». Он наклонился, поднял с пола крупный осколок с нарисованной мордой дракона и протянул Ваньке. «Держи трофей. Победил дракона». Ванька шмыгнул носом и неуверенно взял черепок. «Правда? Чистая правда». Михаил повернулся к нам. «Поехали отсюда». «Куда?» — не понял я. «К тебе, Витя. Ты там про пельмени говорил? У меня с утра маковой росинки во рту не было, а от этой, высокой кухни, только изжога». Он сорвал с себя салфетку, бросил ее прямо в лужу вина на столе. «Лена, я сегодня не вернусь. Подумай над своим поведением и над тем, нужен ли тебе муж, плебей». Мы вышли из этого холодного дворца. На улице шел снег. Крупный, пушистый, настоящий. Мы сели в машину, на этот раз в Гелендваген, за руль которого сел сам Михаил. Когда мы выехали за ворота поселка, я посмотрел на брата. Он вел машину, крепко сжимая руль, и улыбался. Улыбался, как человек, который только что сбежал из тюрьмы. «Знаешь, Витя», — сказал он, глядя на дорогу, — «а ведь она права была». «В чем?» «Дорогой этот горшок был. Жалко». И мы расхохотались. Смеялись все. Я, Пашка, Миша. И даже Ванька, глядя на нас, начал хихикать, сжимая в руке осколок дракона. Мы ехали в мою хрущевку, где пахло старостью и лекарствами, но где нас ждали пельмени, горячий чай и что-то такое, чего не купишь ни за какие миллионы. В тот вечер я понял, примирение — это не один разговор. Это долгий путь. И сегодня мы сделали на этом пути огромный шаг. Мы выбрали друг друга, а не вещи. Но я также понимал, что Елена этого так не оставит. Я видел ее глаза. В них была не просто обида. В них был холодный расчет женщины, у которой пытаются отобрать самое дорогое — статус и деньги мужа. Война только начиналась. Понедельник начался со звонка. Пашка собирался на свою работу, в логистическую контору «Вектор», где он последние 5 лет горбатился менеджером за оклад, на который можно было только не умереть с голоду. Начальник там был тот еще фрукт. Валерий Семенович, толстый, вечно потный мужик, который любил штрафовать сотрудников за опоздание на минуту и орать матом на совещаниях. Звонил Михаил. «Паш, привет. Не занят?» «Да нет, собираюсь вот». «Слушай, я договорился. Сегодня в 11:00 тебя ждут в Транслогистик Групп. Это федералы, серьезная контора. Спросишь генерального, Юрия Алексеевича. Он мой старый друг, я ему все обрисовал. Скажешь от меня. Резюме возьми, но это формальность. По сути, место твое. Зарплата 120 на старте плюс бонусы». У Пашки трубка чуть из рук не выпала. 120 тысяч. Это в 3 раза больше, чем он получал сейчас. «Дядь Миша, спасибо, я даже не знаю». «Не благодари. Работай. Покажи им, что такое порода Корнеевых. Давай, удачи». Пашка летел на собеседование, как на крыльях. Он надел тот самый костюм, в котором был у Михаила, начистил туфли, глаза горели. «Батя, представляешь? 120. Я ипотеку за 3 года закрою. Ваньку на море летом, машину поменяю». Я радовался за сына, но где-то в глубине души скреблось неприятное чувство. Слишком легко, слишком быстро. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, даже если мышеловку ставит родной дядя. Вечером Пашка вернулся, но не на крыльях, а мрачнее тучи. Он молча разулся, прошел на кухню,
Налил себе воды из-под крана и залпом выпил. «Ну что?» — не выдержал я. «Взяли?» Пашка грохнул стаканом об стол. «Взяли, если это можно так назвать. Рассказывай». Прихожу я туда. Офис, стекло, бетон, секретарши длинноногие. Захожу к этому Юрию Алексеевичу. Он сидит, бумаги перебирает. «А, — говорит, — племянничек Мишин, проходи, садись». Даже резюме не открыл. «Ну и что?» — удивился я. «Значит, доверяет Мише?» «Да не в доверии дело!» — взорвался Пашка. Он на меня смотрел, как на пустое место. Говорит: «Ну, раз Михаил просил, возьмем тебя. Должность придумаем». Будешь, ну, допустим, заместителем начальника отдела по спецпроектам. Я спрашиваю, а в чем обязанности заключаются? А он ржет: да ни в чем. Сиди тихо, получай зарплату, не отсвечивай. Миша сказал тебя пристроить, мы пристроили. Главное, под ногами не путайся. У нас тут серьезный бизнес, а не благотворительность. Я сел. Вот оно что. И что ты ответил? А что я мог ответить? Пашка сжал голову руками. У меня ипотека, пап. У меня Ване куртку покупать надо. Я промолчал. Подписал договор. Завтра выхожу. Мне стало больно за сына. Михаил хотел как лучше. Он искренне хотел помочь. Но в своем мире решал. Он забыл про одну вещь. Про достоинство. Он устроил Пашку не как специалиста, а как своего человечка, которого надо посадить на кормление. Для гордого Пашки это было унижением. «Не руби с плеча, сынок», — тихо сказал я. «Попробуй. Может, ты там себя покажешь. Делом докажешь, что ты не просто племянничек». Пашка посмотрел на меня усталым, взрослым взглядом. «Попробую, пап. Но чувствую я себя, как тот конверт в ящике. Вроде и деньги есть, а радости нет». Неделя прошла напряженно. Пашка приходил с новой работы злой и молчаливый. Рассказывал скупо. Дали стол, компьютер, дали пачку старых накладных перебирать. Никому я там не нужен. Все на меня косятся, шепчутся, блатной пришел. Начальник отдела меня игнорирует, задачи не ставит. Я там как мебель. Михаил звонил каждый день, бодрый, довольный. «Ну как там наш боец? Осваивается?» Юрка звонил. Говорит, парень скромный, тихий. Все нормально будет. Я не решался сказать брату правду. Боялся обидеть. Он ведь старался. В субботу Михаил приехал к нам сам. Без звонка, с пакетами еды и огромным конструктором лего для Ваньки. «Собирайтесь», — скомандовал он с порога. «Едем на дачу. Я бригаду нашел. Крышу перекрывать будут. Надо проконтролировать. Да и шашлычка пожарим. Пашка, ты как? Отметим первую рабочую неделю». Пашка вышел из комнаты. Он был в домашней футболке, небритый. «Я не поеду, дядя Миша». «Это почему?» — удивился Михаил. «Планы какие?» «Нет планов, просто настроения нет, и я увольняюсь». Михаил застыл с пакетом в руке. Пакет звякнул бутылками. «Ты что несешь? С ума сошел? 120 тысяч. Соцпакет. Я с людьми договорился, поручился за тебя. Ты меня подставить хочешь? А ты меня спросил, хочу ли я быть мебелью за 120 тысяч?» Пашка повысил голос. «Я работать хочу, дядя Миша. Логистику строить, маршруты оптимизировать, а не пасьянс раскладывать и ловить спиной плевки коллег. Твой друг Юра мне прямо сказал: сиди и не вякай, ты тут по блату». Михаил поставил пакет на пол. Лицо его потемнело. «Гордый, значит? Как папаша твой? Я тебе жизнь устроить пытаюсь, дураку. Ты думаешь, на улице такие зарплаты валяются? Потерпишь. Все терпят». «А я не хочу терпеть», — крикнул Пашка. «Я лучше у Валеры своего буду за 40 тысяч пахать, но знать, что я сам этот хлеб заработал. Забери свою работу. И деньги свои забери».
Он развернулся и ушел в свою комнату, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка. Мы остались в прихожей вдвоем. Михаил тяжело дышал. Ну вот, Витя, приехали. Я к ним со всей душой, а они... Миша, я положил руку ему на плечо. Он прав. В чем он прав? Что, идиот? В том, что он мужик. Ты дал ему рыбу, Миша. Жирную, дорогую рыбу. А ему удочка нужна. Ты хотел как проще, как в твоем мире принято. А в нашем мире деньги, которые не заработаны, жгут руки. Ты же сам это знаешь. Вспомни мамину квартиру. Михаил дернулся, хотел что-то возразить, но промолчал. Отошел к окну, закурил прямо в прихожей, хотя я не разрешал. Я не стал его останавливать. «И что теперь?» — спросил он, глядя на дым. «Пусть идет обратно к своему самодуру. Пусть идет куда хочет. Это его жизнь. А ты, если хочешь помочь, помоги ему открыть свое дело». «Свое дело?» — Михаил обернулся. «Ну да, он же у нас умный. Логист от Бога. Дай ему не рыбу и не место теплое. Дай ему шанс. Инвестируй в него, но по-честному, с бизнес-планом, с процентами возврата, чтобы он чувствовал ответственность, а не благодарность». Михаил долго смотрел на меня. Потом его глаза сузились, а губы тронула усмешка. «Хитрый ты жук, Витька. Старший брат, ничего не скажешь. А ведь дело, говоришь. Свое дело. И.П. Корнеев. Звучит?» В этот момент дверь комнаты открылась. Вышел Пашка. Вид у него был решительный. В руках спортивная сумка. «Я собрался», — буркнул он. «Куда?» — не понял я. «На дачу. Крышу крыть. Я увольняюсь в понедельник. А сегодня выходной. Поехали, дядь Миша. Шашлык стынет». Михаил посмотрел на племянника, потом на меня и рассмеялся. «Ну, поехали, И.П. Корнеев. По дороге обсудим твой бизнес-план. Есть у меня одна идейка, но пахать придется как проклятому. Согласен?» «Согласен», — твердо ответил Пашка. И мы поехали. Снова Гелендваген, снова дорога, снова семья. Мы учились слышать друг друга. Это было трудно, это было больно, но это было настоящим. Однако мы не знали, что пока мы жарили шашлыки и строили планы на будущее, в городе, в том самом холодном особняке, Елена готовила ответный удар. Она не собиралась проигрывать войну за ресурсы мужа каким-то нищебродом. И удар этот должен был прийтись в самое больное место. Апрель ворвался в нашу жизнь звонкой капелью, запахом мокрого асфальта и неожиданными переменами. Пашка уволился из Транслогистик Групп через неделю, как и обещал, и теперь целыми днями пропадал то в налоговой, то в банках, то на встречах с поставщиками. Михаил сдержал слово. Он дал стартовый капитал на открытие небольшой транспортной компании, но оформил все как жесткий коммерческий заем. С графиком выплат, с залогом. Пашка настоял, чтобы в залог пошла его старенькая машина, хотя она и не покрывала 10 части суммы, со всеми юридическими формальностями. «Так честнее», — сказал Пашка, подписывая кипу бумаг на той самой кухне, где когда-то лежал белый конверт. «Теперь я не нахлебник, я партнер. Я видел, как изменился сын. У него выпрямилась спина, в голосе появилась сталь. Он больше не был тем загнанным парнем, просящим у отца в долг. Он стал мужчиной, который строит свое будущее». Михаил тоже ожил. Он часто заезжал к нам вечерами, якобы проверить инвестиции, а на самом деле просто посидеть, поесть моих котлет, поиграть с Ванькой в шахматы. Он учил внука: «Ванька, ферзя береги, но не жалей. Иногда надо пожертвовать фигурой, чтобы выиграть партию». Я смотрел на них и думал: вот оно счастье. Тихое, позднее, но такое настоящее. Гром грянул в середине мая. Я был на смене, когда позвонил Пашка.
«Пап!» Голос у него дрожал, и я сразу понял — беда. Ваньку забрали. У меня внутри все оборвалось. Кто забрал? Куда? Опека. Соцслужба. Пришли в садик час назад, предъявили постановление и увезли. Воспитательница только сейчас позвонила. Плачет, говорит, ничего сделать не могла. Там с полицией были. За что? Говорят, сигнал поступил, что ребенок в опасности, что живет в антисанитарных условиях, голодает. Отец безработный, дед инвалид. Пап, это бред. Какой голод? У него игрушек полная комната. Я выронил трубку. Сердце заколотилось так, что в глазах потемнело. Антисанитария? Голод? Это у Ваньки, которого я с ложечки кормлю, которому Пашка последнюю рубашку отдаст. «Я сейчас приеду», — прохрипел я. «Звони Мише». Мы встретились у здания органов опеки. Серое, казенное здание с решетками на окнах первого этажа. Пашка метался у входа, как раненый зверь. Миша подъехал через 5 минут. Его Гелендваген взвизгнул тормозами, едва не влетев в клумбу. Он выскочил из машины, не надев пальто. В одном костюме, хотя ветер был холодный. «Кто? Где?» Его глаза метали молнии. Мы ворвались в кабинет заведующей. Полная женщина с халой на голове и равнодушными глазами рыбы подняла на нас взгляд от бумаг. «Вы кто такие? Приемные часы закончены». «Я отец!» — закричал Пашка. «Где мой сын? Где Ваня Корнеев?» «А, Корнеев!» — она лениво потянулась к папке. «Мальчик временно изъят до выяснения обстоятельств. Поступил сигнал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей». «Какой сигнал?» — рявкнул Михаил, ударяя ладонью по столу. «Вы что, охренели тут все? У парня все есть. Кто написал?» Заведующая поджала губы. Заявление анонимное, но факты подтвердились. В квартире грязь, у ребенка нет сезонной одежды, отец не имеет постоянного дохода. «Вранье!» — задохнулся я. «Какая грязь! Я полы каждый день мою!» «И вообще», — она смерила нас презрительным взглядом, «по нашим данным, дедушка имеет серьезное заболевание сердца и не может осуществлять уход. А отец? Отец замечен в связях с криминалом». «С каким криминалом?» — Пашка опешил. «Нам поступила информация о сомнительных финансовых операциях. Большие суммы наличными, неизвестное происхождение средств. И тут меня осенило. Анонимный сигнал. Сомнительные средства. Криминал». Я посмотрел на Михаила. Он стоял, побелев как мел. Он тоже понял. «Лена», — выдохнул он. Заведующая дернулась. «При чем тут? Я не обязана раскрывать источники. Выйдите вон. Ребенок в приюте «Лучик». Суд через неделю. Там и доказывайте свою правоту. А сейчас охрана». Нас выставили за дверь. Мы стояли на крыльце под мелким дождем. Пашка плакал, сползая по стене. «Пап, они его в детдом. Моего Ваньку». Михаил достал телефон. Руки у него тряслись так, что он не мог попасть по кнопкам. «Я ее убью», — прошептал он. «Я ее собственными руками задушу». Он набрал номер. «Алло, Лена, ты дома? Жди, я еду. И молись, сука, молись, чтобы я не успел доехать». Мы ехали в особняк Михаила молча. Тишина в машине была страшнее любого крика. Михаил гнал под 200, подрезая машины, пролетая на красный. Я сидел сзади с Пашкой и держал его за руку. Сын был в шоке. Он просто смотрел в одну точку и шептал: «Ванька, Ванька». Ворота особняка были открыты. Мы влетели во двор. Михаил выскочил из машины, даже не заглушив мотор. Мы побежали за ним. Дверь была не заперта. В холле горел свет. Елена сидела в гостиной в кресле с бокалом вина. Она была спокойна, пугающе спокойна. Увидев нас, она даже не встала, лишь слегка приподняла бровь. «А, семейство в сборе. Я ждала».
Михаил подлетел к ней, схватил за плечи, встряхнул так, что вино выплеснулось на ковер. «Ты? Это ты сделала? Ты натравила опеку на Ваньку?» Она смотрела ему в глаза с холодной усмешкой. «Руки убери, Миша, иначе я вызову полицию, и тогда твой драгоценный племянник точно никогда не увидит сына. Папаша — уголовник, дядя — домашний тиран. Прекрасная характеристика для суда, не находишь?» Михаил отшатнулся, словно обжегся. «Ты чудовище! Зачем? Ребенок-то при чем? Воюй со мной. Забирай деньги, дом, все забирай. Но Ваньку зачем тронула?» Елена встала, одернула блузку. «А затем, дорогой, чтобы ты понял, ты думал, можно вот так просто вытереть об меня ноги, притащить в мой дом этих маргиналов, унизить меня при прислуге, уехать ночевать в Клоповник, а потом делать вид, что ничего не случилось? Ты тратишь семейный бюджет на них. Ты открываешь фирму этому недоучке. Ты собираешься переписать на них недвижимость, а я? Я кто? Мебель? Ты жена!» — крикнул Михаил. «У тебя все есть. Шубы, бриллианты, машины. Тебе мало? Мне мало уважения!» — взвизгнула она, и лицо ее исказилось. «Ты променял меня на них, на этого старого маразматика и его выводок. Так вот, Миша, или ты сейчас же, немедленно, прекращаешь с ними всякое общение, закрываешь фирму племянника, переписываешь все активы на меня в качестве гарантии, или мальчик сгниет в детдоме. У меня связи в опеке, ты знаешь. Моя одноклассница там замначальника. Я найду 100 причин, чтобы лишить твоего Пашу прав. Антисанитария, алкоголизм, да что угодно придумаю». Я слушал ее и не верил ушам. Бывают же такие люди. Без души, без сердца. Черная дыра вместо человека. Пашка шагнул вперед. Вы не посмеете. Я суд выиграю. У меня анализы чистые, работа есть». «Работа?» — рассмеялась она. «Фирма-однодневка, открытая на деньги дяди? Суд посчитает это фикцией. А условия проживания? Твоя хрущевка? Да любой эксперт напишет, что там жить нельзя. Грибок, сквозняки...» «Заткнись», — тихо сказал Михаил. Он подошел к сейфу, который был замаскирован за картиной на стене. Набрал код. Достал папку с документами и пистолет. Пистолет он положил на стол. Елена побледнела. «Ты мне угрожаешь?» «Нет». Михаил сел в кресло напротив нее. Голос его стал страшным, пустым. «Я предлагаю сделку». «Какую?» «Ты сейчас звонишь своей подруге. Говоришь, что произошла ошибка, что ты погорячилась, что заявление отзываешь. Ваньку возвращают сегодня же». «А что я получу взамен?» — прищурилась она. «Развод», — сказал Михаил, — «и половину всего, что у меня есть. Деньги, акции, этот дом. Ты будешь богатой, свободной женщиной, но ты исчезнешь из моей жизни и из их жизни. Навсегда». Елена задумалась. Жадность боролась в ней с жаждой мести. «Половину?» — переспросила она. «По закону мне и так половина полагается. По закону мы будем судиться годами. Мои адвокаты вывернут тебя наизнанку. Я докажу, что ты изменяла мне, а я знаю про твоего фитнес-тренера, Лена. У меня есть фото. Ты не получишь ни копейки». Он блефовал. Я видел это по его глазам. Но Елена дрогнула. «Хорошо», — сказала она. 60%. И этот дом. И Гелендваген. Дом забирай. Машину нет. Она мне нужна. Чёрт с тобой. Но деньги завтра. Сначала звонок». Михаил кивнул на телефон. Елена взяла трубку, набрала номер. «Алло, Света? Привет. Слушай, насчет тех Корнеевых. Да, тут выяснилось. В общем, это недоразумение. Сигнал ложный. Да, я проверила. У них там все нормально. Ремонт сделали. Холодильник полный. Да, ошибочка вышла. Верни пацана отцу. Прямо сейчас. Да, под мою ответственность. Спасибо, дорогая. С меня причитается». Она положила трубку.
Доволен? Мальчика отдадут. Михаил встал. Он выглядел так, будто постарел на 10 лет за эти полчаса. «Вон отсюда», — сказал он. «Что?» — не поняла она. «Это мой дом, ты сам сказал. Документы подпишем завтра. А сегодня вон. Я не могу дышать с тобой одним воздухом. Забирай свои шмотки и вали в гостиницу». Елена фыркнула, пошла к лестнице, цокая каблуками. «Плебеи», — бросила она через плечо. «Как были грязью, так и остались». Когда за ней хлопнула дверь, Михаил осел в кресле и закрыл лицо руками. «Простите меня, мужики. Господи, как мне стыдно. Это я виноват. Пригрел змею». Я подошел, положил руку ему на голову. «Ты не виноват, Миш. Ты нас спас. Опять». Мы забирали Ваньку из приюта поздно вечером. Это было страшное место. Казенные стены, запах хлорки и вареной капусты. Ванька сидел на стульчике в коридоре, сжимая в руке тот самый осколок бракона, который он успел сунуть в карман, когда его забирали. Увидев нас, он сорвался с места и с криком бросился к Пашке. «Папа! Папочка! Я думал, ты не придешь!» Пашка рыдал, целуя его макушку, руки, щеки. «Я здесь, сынок. Я никогда, никогда тебя не брошу. Прости меня». Мы вышли на улицу. Дождь кончился, небо очистилось, высыпали звезды. Михаил стоял у машины, курил. Увидев Ваньку, он выбросил сигарету и улыбнулся. Криво, вымученно. «Ну что, боец, как ты там? Не обижали?» «Дядя Миша!» — Ванька подбежал к нему, обнял за ногу. «Там страшно было. Там тетя злая. Она сказала, что папа плохой». Врала она, Ванька. «Папа у тебя самый лучший. И дед. И мы никому тебя не отдадим, слышишь? Никогда». Миша поднял его на руки, подбросил в воздух. «Поехали домой». Мы возвращались в город. Пашка с Ванькой уснули на заднем сиденье, обнявшись. Я сидел рядом с братом. «Ты правда отдашь ей все?» — тихо спросил я. «60%?» Михаил кивнул, глядя на дорогу. «Отдам. Деньги — дело наживное, ведь. Я еще заработаю. Голова на плечах есть, руки есть, а вот семья. Семью не купишь. Сегодня я понял, что вы мне дороже всех этих миллионов. Пусть подавятся своими деньгами. Я купил свободу. И вас». Я смотрел на него с уважением. Передо мной сидел не тот надменный бизнесмен, которого я знал по слухам, и не тот испуганный мальчишка из 90-х. Передо мной сидел мужчина. Сильный, битый жизнью, но не сломленный. «Знаешь, Миша, — сказал я, — а ведь она не все забрала». «Что ты имеешь в виду?» «У нас есть дача, и мамина квартира, и фирма Пашкина, и...» Я похлопал себя по карману, где лежал газовый баллончик, который я так и не выложил с той ночи. «И мы сами у себя есть. Прорвемся». Миша улыбнулся. «Прорвемся, брат. Куда мы денемся с подводной лодки?» Впереди горели огни города. Наша жизнь начиналась с чистого листа. Без конвертов, без тайн, без золотых клеток. Жизнь, в которой мы будем вместе. И пусть кто-нибудь только попробует нас тронуть. Мы — Корнеевы. А это звучит гордо. Прошел год. Если бы кто-то сказал мне тогда, в том темном подъезде, как изменится моя жизнь за 12 месяцев, я бы рассмеялся ему в лицо. Или вызвал бы санитаров. Мы стояли на крыше нашей дачи в Сосновке. Я, Миша и Пашка. Внизу, на зеленой лужайке, которую мы все-таки очистили от бурьяна и засеяли нормальной травой, Ванька гонял мяч с соседским мальчишкой. Солнце палило нещадно, пахло разогретым рубероидом и свежим деревом. Мы заканчивали перекрывать крышу. Сами. Своими руками. Миша в старых трениках с вытянутыми коленками и майке-алкоголички ловко орудовал молотком, прибивая последний лист андулина. От его былого лоска не осталось и следа.
Он загорел до черноты, похудел, на руках появились мозоли. И выглядел он лет на 10 моложе. «Но принимай работу, прораб!» — крикнул он мне, вытирая пот со лба. «Как, ровно?» Я прищурился, оценивая скат крыши. «Вроде ровно. Если дождь пойдет и потечет, с тебя пузырь. А если не потечет, с тебя 2. Захохотал он. Жизнь Миши круто изменилась после развода. Елена, как и обещала, обобрала его как липку. Она забрала особняк, счета, акции. Оставила ему только квартиру покойной матери, до которой не смогла дотянуться юридически, так как она была оформлена хитро, и Гелендваген. Но самое смешное — через полгода она прогорела. Вложилась в какую-то финансовую пирамиду по совету своего фитнес-тренера и потеряла половину состояния. А дом в Солнечном Бору до сих пор не могла продать. Слишком дорого содержать, а покупателей нет. Миша не унывал. Он переехал в мамину трёшку, сделал там ремонт, скромный, но уютный, и начал новый бизнес. Не такой масштабный, как раньше, но свой. Он открыл небольшое производство стройматериалов. «Кирпичи всегда нужны, Витя», — говорил он. «Люди строятся, люди живут». Пашка тоже встал на ноги. Его фирма «Корнеев Логистик», название придумал Ванька, медленно, но верно набирала обороты. У них было уже 3 свои «Газели» и штат из 5 водителей. Пашка пахал как проклятый, но глаза у него горели. Он купил-таки себе новую машину. В кредит, но свой. А Ваньку записал в секцию футбола. А я уволился со своей стоянки. Сердце все-таки прихватило осенью, и врач категорически запретил ночные смены. Теперь я был официальным домоправителем и воспитателем внука. Я забирал Ваньку из школы, он пошел в 1 класс. Возил на тренировки, готовил обеды на всю нашу мужскую коммуну и чувствовал себя нужным. «Деда! Дядя Миша! Папа! Идите есть!» Снизу раздался звонкий голос Ваньки. «Окрошка готова!» Мы спустились вниз. На веранде, которую мы тоже отремонтировали, Миша сам выпиливал балясины, вспомнив уроки труда. Был накрыт стол. Окрошка, зеленый лук прямо с грядки, черный хлеб, сало. Мы сели. 3 поколения Корнеевых. «Слушайте», — сказал вдруг Пашка, отправляя в рот ложку окрошки. «Я тут подумал. А может, нам дом расширить? Пристроить еще комнату? А то тесновато становится, когда мы все тут собираемся». «Дело, говоришь», — кивнул Миша. «Я кирпича подкину по себестоимости. Фундамент только надо залить хороший». «Зальем», — сказал я, — «руки-то помнят». И тут у калитки залаяла собака. У нас появилась собака. Дворняга по кличке Бублик, которую Ванька притащил с улицы. К калитке подошла почтальонша тетя Зина. «Корнеевы, вам письмо. Заказное». Я напрягся. Опять письмо. Опять конверт. Пашка пошел открывать. Вернулся с официальным конвертом из суда. «Это тебе, дядя Миша». Миша вскрыл конверт. Пробежал глазами по бумаге. Лицо его расплылось в улыбке. «Что там?» — не выдержал я. «От Елены», — сказал он. «Суд отклонил ее иск о разделе моей доли в новом бизнесе. Она хотела и лапу на мои кирпичи наложить. Не вышло. Адвокат пишет, что она совсем плоха, долги, истерики. Просит денег в долг». Мы переглянулись. «И что ты сделаешь?» — спросил Пашка. Миша помолчал. Достал из кармана ручку, перевернул конверт и что-то быстро написал на обратной стороне. «Отправлю ей обратно». «Что написал-то?» Я заглянул через плечо. Там было написано: «В долг не даю, но могу предложить работу. Нам на кирпичный завод требуется уборщица.
График сутки через трое, соцпакет, обращайся. Мы захохотали так, что Бублик начал гавкать вместе с нами. «Жестоко», — вытирая слезы, сказал я. «Справедливо», — отрезал Миша. «Пусть узнает цену трудовому рублю. Может, человеком станет». Вечером, когда стемнело, мы разожгли костер. Ванька уже спал в доме, нагулявшись. Мы сидели у огня, смотрели на искры, улетающие в небо. «А знаешь, Витя», — тихо сказал Миша, — «я ведь тебе так и не отдал долг». «Какой долг?» — удивился я. «Ты все вернул? С лихвой?» «Нет. Те 10 лет, когда я не приходил. Этого деньгами не вернешь. Времени купишь». Я посмотрел на него. В отблесках костра его лицо было спокойным и мудрым. «Не надо ничего возвращать, Миша. Тех лет не было. Они сгорели. Есть только здесь и сейчас. И завтра». Он кивнул, поворошил угли палкой. «Завтра Ваньке в школу, Пашке в рейс, мне на завод. Жизнь идет, брат». «Идет», — согласился я. «И она чертовски хороша». Я посмотрел на звездное небо. Где-то там, среди миллионов звезд, наверное, смотрели на нас мама и папа, и Маша. Я надеялся, что они нами гордятся. Мы наделали ошибок. Мы чуть не потеряли друг друга. Но мы смогли построить новый фундамент. Не из денег, не из бетона, а из прощения. В кармане моей куртки звякнули ключи. Ключи от квартиры, от дачи, от новой жизни. Больше никаких тайн в почтовом ящике. Только счета за свет и открытки на Новый год. И это было самое большое богатство, которое я накопил к своим 60 годам. «Наливай», — сказал я брату. «За нас, за Корнеевых, за фундамент», — поправил Миша, поднимая стопку. «Чтоб стоял вечно». И мы выпили. А потом затянули нашу, любимую, отцовскую. «Надежда» — маленький оркестрик под управлением любви. Голоса у нас были так себе, хриплые, прокуренные, но пели мы душой. И казалось, что этот нестройный хор слышен на другом конце вселенной.